Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. И гость в нашей студии сегодня – заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе Рустем Рафикович Шагабуддинов. Приветствуем вас. Здравствуйте. Рустем Рафикович, у вас такой интересный позывной – банкир. Как вот он появился? Ну, это интересная, наверное, история. Ну, даже не история, а часть моей биографии. После того, как я ушел в запас по выслуге лет, я сразу же попал работать в один из коммерческих банков, наш российский. 5 лет проработал начальником отдела, потом 5 лет проработал управляющим. То есть 10 лет банковского стажа. И когда возник вопрос о получении позывного, так скажем, уже непосредственно в зоне боевых действий, значит, вопрос уже не стоял. У меня такой позывной. У вас вообще очень богатая трудовая биография. Вы больше 17 лет отдали Вооруженным силам России, работали в школе МВД, были помощником ректора Уфимского университета науки и технологий по военной работе, по военному образованию. То есть вы такой у нас военный до мозга костей, да? Еще с детства, наверное, я мечтал стать военным, хотя у меня в семье нет ни одного военнослужащего. Это потом у меня брат там двоюродный поступил в училище, и видно, в это училище поступил я потом по его рекомендации. Именно полученная профессия в военном училище в дальнейшем мне помогала уже и на гражданской жизни, так скажем, на различных должностях, в частности и в банке, в частности и помощником ректора по военному образованию. То есть я считаю, что ту цель, которую оставил себе в детстве, она была достигнута, и она мне очень сильно помогла. Вы были помощником ректора. Все-таки вот почему вы оставили свою профессию и пошли на специальную военную операцию? Я вот себе этот вопрос не задавал. Но многие вопрос этот задают. Изначально, как только началась специальная военная операция, я пришел на пункт отбора, службу по контракту, но тогда ограничение было до 60 лет, и я не попал. А вот уже когда срок увеличили с 60 до 65 лет ограничения, дали мне информацию о том, что полк формируется башкирский, потом было предложено, исходя из моего образования, я по образованию военно-политическое училище заканчивал, поэтому на должность замполита. Поэтому даже мыслей не было таких, там, размышлений. Хотя представления, с какими трудностями приходится там сталкиваться, у меня тоже не было. Но, тем не менее, выбор был один – идти и ни в чем не сомневаться больше. Рустем Рафикович, вы были одним из тех, кто участвовал в формировании полка. Как это было? Вот непростая стояла задача. Одно дело отправить на СВО батальон, да, другое – целый полк. Конечно, для меня это было большой опыт, большая школа. Но, знаете, у нас изначально сформировался командный состав, такой командный состав, который позволил сформировать тот полк, который в настоящее время, боевой полк, существует. Я очень благодарен командиру полка нашего, это полковнику Мустафину, заместителям командиров, там, по тылу, по вооружению, всех, кто принимал участие непосредственно, командирам батальонов. То есть костяк сформировался с самого начала. Да, были трудности, они и сейчас есть, и не без этого при формировании таких больших подразделений приходится все равно с ними сталкиваться. Но, тем не менее, я считаю, что... Да не только я считаю, считает и руководство нашей республики, и командование армейское считают, что полк сформировался и достаточно является боевой единицей. Вот. Мне вот нравится, когда я слышу фамилию Мустафин. Это просто мой начальник штаба бывший. Мы вместе воевали под Киевом. Мы служили в 90-й танковой дивизии. И потом мы уже его назначили на должность командира полка Башкортостан. Вы знаете, Артур, я об Мустафе не могу говорить долго, и он этого заслуживает на самом деле. У нас замечательный командир полка. К сожалению, сейчас по роду службы у нас замена произошла, командир полка. И дай бог, пользуясь случаем, я пожелаю просто нашему командиру полка дальнейшей службы, удачной службы. Она у него сложится однозначно прекраснейшим образом. С такими командирами и нужно, и можно служить, и как раз идти вперед к цели. Но если все-таки говорить о вашей работе, в чем заключается работа замполита там в зоне СВО? Знаете, самое основное, наверное, это не только в воинском коллективе, это и в трудовом коллективе, это морально-психологическое состояние. Насколько
личный состав дружен, насколько личный состав понимает стоящую перед ними задачу. Роль ведь замполита, знаете, как раньше говорили, командир – это отец, а замполит – это мама, да? Ну, это может быть так чисто разрядить обстановку, посмеяться по поводу мамы. Но, тем не менее, приходится многие вопросы решать, те, которые как раз-таки бытовые, социальные вопросы. Потому что большая часть, основная даже часть личного состава полка – это пришедшие люди с гражданских, у которых отрыв между службой, срочной службой когда-то там, если и было, а есть, которые не служили, и нынешним временем. Это большая разница, так скажем. И тут во многие вопросы приходится вникать. Определенный ряд мероприятий, которые направлены на выполнение поставленной боевой задачи. Полк в зоне специальной военной операции уже год. Расскажите, как вот он выдался для наших бойцов? Однозначно не скажешь, но я так хочу сказать, что тяжело выдался этот год. Особенно вот именно этот календарный год. Потому что первая часть нашего пребывания там, она была достаточно спокойной. Мы стояли на одних позициях, то есть в обороне, изредка выполняя определенные боевые задачи, выходя там наперед. А сейчас мы ставим, в силу того, что есть определенные, так скажем, ограничения, я не могу сказать, где мы стоим. Кто знает, тот уже знает. Поэтому мы стоим сейчас в таком районе, который достаточно серьезный. Достаточно сказать того, что напротив нас стоит бригада «Азов». Поэтому, и за тот год, который мы находимся там, поменялась и тактика с их стороны, с нашей стороны поменялась тактика. Большое применение, сами понимаете и знаете, это беспилотников, это дронов большое применение. Поэтому тяжесть вот именно в этом. Но моральный дух не сломлен ни в коем случае личного состава. Все задачи свои знают, все задачи выполняются. Вы сказали, что не ожидали тех трудностей, с которыми столкнетесь в зоне СВО. Какие трудности вы имели в виду? Трудности, я думаю, с ними столкнулись все. Никто не ожидал, что будет так, что находиться в блиндажах по несколько дней, даже месяцев, наверное, быть на передовой. Постоянные птички атакуют. Постоянно укрываться, бороться с теми летающими, так как вы сказали, птички, да, с дронами. Вот к этому, да, у нас была очень сильная подготовка, очень хорошая подготовка, я считаю, в Самарской области, когда мы были на боевом слаживании. Но даже там нам не давали того, с чем нам пришлось столкнуться. И понятно, вы же понимаете, мы находимся в зоне специальной военной операции, и не говорить о том, что, к сожалению, есть и потери, и гражданскому человеку увидеть погибшего или раненого своего товарища, с которым был, или друга, с которым был буквально полчаса назад рядом стоял, да, или даже пищу принимал. И тут такая ситуация, это психологически, это очень большой стресс. Привыкнуть к этому нельзя, вот Артур скажет. К этому никогда не привыкнешь, но тем не менее справляемся. Рустам Рафикович, но помощь СВО – это одна из главных задач, которую изначально республика поставила перед собой. Вот для вас это в чем выражается? Во-первых, пользуясь случаем, в очередной раз, и мы будем об этом, и буду я об этом сам лично говорить, и будет личный состав говорить, слова благодарности в адрес всего нашего населения многонационального нашей республики. Лично в адрес главы республики Ради Фаритовича у нас было сколько только там на месте боевого слаживания, затем приезжал в зону СВО, включая и лица правительства, и государственного собрания. Не безучастны все муниципалитеты, администрация. А помощь в чем? Знаете, изначально просили технику какую-то для передвижения. Что-то, наверное, может быть, с питания такого интересного. А потом, когда к этому уже приходишь, уже понимаешь, что это не самое главное. Во-первых, обеспечивают нас очень хорошо и в вещевом плане, и в продовольственном плане. А непосредственно приезд любого человека с республики любого ранга – это в первую очередь общение с республикой. Это контакт. И вот это наверное, ничем не заменить. Затем сейчас есть программа такая «Письма с Родины». Приходят, ребята их читают,
там, ну, дети в основном пишут, но тем не менее. Затем получают посылки. Мы не знаем, что в этих посылках. Есть адресные, есть неадресные. Но все равно это тепло, какая-то, еще раз говорю, какое-то общение с республикой, то есть с родным домом, с родиной. Поэтому это, опять-таки, влияет положительным образом на морально-психологическое состояние личсостава. Специальная военная операция много кого коснулась. Вот, на ваш взгляд, как можно помочь бойцам, чтобы побыстрее адаптировать их к мирной жизни? Вы знаете, это очень важный вопрос. Я, как замполит полка, как, наверное, человек, который больше свою жизнь посвятил воспитанию личного состава, там, и студентов, военнослужащих, для меня это, наверное, один из больных вопросов – это реабилитация военнослужащих, побывавших в зоне специальной военной операции после прибытия на родину. Это вопрос очень серьезный, я вот тоже поднимаю его, поднимал и готов принять участие через какое-то время после окончания СВО именно в вопросе восстановления личного состава психологически и социально. Мы с этим обязательно столкнемся, мы с этим сталкивались после Афганистана, мы с этим сталкивались после Чечни. Здесь, я думаю, этот вопрос станет более даже острее. Поэтому что именно? Ну, во-первых, тут в решении данного вопроса необходимо будет, это мое мнение, как мое видение, так скажем, привлечение всех институтов. Большая комплексная работа и создание какого-то определенного, я не знаю, там, какой-то организации, которая будет заниматься не только военнослужащими специальной военной операции, но и вообще всеми военнослужащими, как бы объединенная какая-то организация, которая будет передавать, во-первых, и опыт восстановления, все-таки после Афганистана, сколько лет прошло, после Чечни определенный срок прошел, у них есть наработанный опыт, это нужно будет все применять. Но вопрос встанет, он уже встает, именно социальной, психологической реабилитации тех, которые будут оттуда возвращаться. Рустам Рафикович, ну вот мы знаем, что недавно глава Башкортостана Ради Хабиров вручил вам орден Салавата Юлаева, сейчас вот он на вас. Мы знаем, что у вас есть много других наград, но сегодня на эфир надели именно орден Салавата Юлаева. А что для вас значит эта награда? Ну, во-первых, это для меня очень высокая оценка моего ратного труда. Но в первую очередь я хочу сказать, что это оценка не только мне, в первую очередь, а личному составу всего полка, нашим офицерам. Поэтому я очень дорожу этой наградой. И еще раз хочу подчеркнуть, я сказал слова благодарности в адрес населения нашего многонационального, нашей республики, правительства, там, лично главы республики нашей. Помощь неоценимая, просто неоценимая. Мы один из самых лидеров из региона, которые таким образом поддерживают личный состав. И это, опять-таки, дает огромный толчок для выполнения тех поставленных задач, которые стоят перед нами. Успехов вам и побед вам и нашим ребятам, нашим бойцам. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо большое вам. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.